В Пятигорске представили нового полномочного представителя президента России в СКФО. Процесс передачи полномочий прошел при участии замруководителя администрации президента РФ Владимира Островенко, Александра Мотовникова, занимавшего данный пост на протяжении 1,5 лет, вновь вступившего в должность Юрия Чайки, а также глав субъектов Северокавказского федерального округа и правоохранительного блока. Представляя нового полпреда, Островенко охарактеризовал его как человека компетентного и волевого, с большим опытом ответственной государственной службы. Он добавил, что СКФО был и остается важнейшим геополитическим регионом России. Юрий Чайка озвучил приоритеты в своей дальнейшей работе, обозначив основные проблемы округа, над которыми необходимо слаженно и поступательно работать. Это безработица, коррупция, трудности в жилищной сфере и другие. Работа полпредства будет полностью переформатирована. Чайка посетит каждый регион, чтобы максимально погрузиться в повестку и определить, какие меры от него требуются. Реализация нацпроектов будет взята под жесткий контроль. Система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Юрий Яковлевич – человек компетентный, волевой, с большим опытом ответственной государственной службы. На постах министра юстиции и генерального прокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы. Северокавказский федеральный округ был и остается важнейшим геополитическим регионом России. Отмечу, что за последние годы в округе стало более спокойно и стабильно. Социально-экономические преобразования положительно сказались на жизни людей. Во многом это результат реализации целого ряда федеральных и региональных целевых программ, в том числе таких масштабных, как ФЦП «Юг России». Вместе с тем, несмотря на очевидные положительные сдвиги, ситуация в Северокавказском федеральном округе улучшается медленно. Темпы и уровень развития экономики и социальной сферы здесь по-прежнему меньше, чем среднероссийские. В этой связи важно последовательно выполнять поставленные президентом России задачи по долгосрочному социально-экономическому развитию территории округа. Особое внимание уделить реализации планов, обозначенных в приоритетных нацпроектах майских указов. В недавнем послании Федерального собрания глава государства выдвинул ряд новых важных инициатив в сфере демографии, поддержки семей с детьми, здравоохранения, образования. Уверен, что все без исключения регионы Северокавказского федерального округа активно подключатся к этой большой и ответственной работе, которая нацелена на повышение благосостояния граждан. Отмечу, что цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными. Это полномасштабная реализация национальных проектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. За десятилетнюю историю Северокавказского федерального округа, в том числе и за последнее время, усилиями полномочного представителя президента, вашими усилиями, многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки. И тем не менее, нам предстоит еще очень серьезно поработать для того, чтобы качественно изменить жизнь людей на Северном Кавказе. Сегодня в округе целый пласт проблем, которые блокируют его полноценное развитие. Официальный уровень безработицы на Северном Кавказе более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Остаются существенными цифры задолженности по заработной плате. Наряду с этим на территории Северного Кавказа сложилась довольно сложная ситуация в жилищной сфере. Особую обеспокоенность вызывает картина преступности в округе. Сохраняется тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки дня округа задача по противодействию терроризму и экстремизму. При этом надо отметить, что в рамках этой работы есть существенные позитивные результаты. Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%, что свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, которую, безусловно, необходимо продолжать. Очевидно, что состояние преступности в Северном Кавказе коррелирует с социально-экономическими проблемами округа. В целях решения в рамках национальных проектов до субъектов Российской Федерации, входящих в Северокавказский федеральный округ, доведено 73 миллиарда рублей, исполнение по которым по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 46,5 миллиардов, то есть 63%. Этот показатель, конечно же, нужно повышать.